Вот у пчелы улей есть. В этом улье живут трутни. Трутни. Сорокурт по-татарски, да? Трутни. Вот они вроде, ну одно слово, трутся, да, там трутся, мол, и мы тоже там мусульмане. Ну, пчелы. А в действительности ничего они не делают. И как только осень наступает, пчелы их выгоняют. Но пока есть возможность, они живут. Ну, и вот посмотрите, сегодня, если подумать, он приблизительно то же самое. Когда с мусульманами встречаются, там и тюбетейку одевает, и платок оденет. Как только маджлис кончился, все, и тюбетейка не нужна, и платок не нужен, пошли и так далее. Вот. Поэтому надо себе поставить цель, то измениться. Вот эти мы проблемы, как в начале урока сказали, явной стала порча как на суше, так и на воде по причине грехов людей. Люди не хотят измениться, хотят просто «я верю в Аллаха, и мне этого достаточно». Но так не бывает. Благодаря одной вере, как говорил Умар ибн аль-Хаттаб, второй праведный халиф, недостаточно одного намерения, а каждое намерение должно подкрепляться поступками. То есть я хочу, чтобы вот эта вода была сладкой. Она не станет сладкой, пока ты не добавишь сахар. Понимаете? Или я хочу, чтобы эта вода меня исцелила. Но она тебя исцелит, если ты рукью прочитаешь. Ну, что-то ты сделаешь. Также просто у татар есть поговорка «алма пыш, а узгат ты», что если это созрей яблоки, и мне в рот попади. Ну где это такое видно, чтобы ты сидел там «алма пыш, а узгат ты» и хам-хам и кушал? Не бывает. Тебе нужно либо это яблоко купить, либо его посадить, чтобы оно созрело, потом ты ляжешь под дерево, потрясешь, откроешь рот, и то не факт попадет тебе либо в нос, либо в глаз. И то в рот попадет, не попадет. Вот поэтому сегодня наши должны измениться, понять, что сегодня недостаточно того, что мы себя называем мусульманами. Надо что-то еще прилагать, какие-то усилия, что-то делать. Вода же вот когда капает, она же тоже капелька, раз, два, три, через пару часов сможешь уже полстакана, через сутки сможешь уже стакан, его менять надо, например, да? Вот по капельке, но он копится, копится, копится. Вот это самое лучшее. И сегодня вот этих соблазнов очень много. Как была, мы же, ну, по крайней мере, я, вот кто старшее поколение братьев за 40, уже под 50 есть, и сестры, мы же дети СССР, да, мы же в СССР выросли. Был такой певец Макаревич, «Машина времени», да? У него есть хорошая песня. Хоть что-то хорошее взял от него. Вот у него есть хорошая песня. «Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше этот мир прогнется под нас». То есть мы сегодня хотим быть и светскими, и мусульманами, но так не бывает, чтобы и рыбку съесть, и косточкой не подавиться. Понимаете? Поэтому если ты в ислам зашел, ты должен полностью как бы в себе это оставить, вот это, отшивать от себя нехорошее. И в языке твоем, там, в мыслях. И к этому идти, идти, идти. Пусть ты сегодня, твоя мама не читает намаз еще, ни уразу не держит, да? Но ты добейся того, что твой благой нрав сделает так, что ей станет стыдно, что она не такая. Вот Идрис Хазрат, я помню до сих пор эту историю, он мне рассказывал, мы с ним как-то беседовали, он мне говорит, я, говорит, тебе историю расскажу, Али Хазрат. Пришла одна русская женщина, говорит, ко мне. Пришла ко мне домой, не домой, или в кабинет, и мне говорит, я хочу, говорит, принять ислам, говорит, что мне нужно делать? А я у нее спрашиваю, ну, естественно, а что вас подтолкнуло к тому, чтобы принять ислам? Ну, в чем причина? Она говорит, знаете, я вам расскажу так, как есть. У меня была дочь. Сейчас она и есть, но тогда она считала, что была. То есть она живет со мной, с папой, мы папа, я и дочка. Она рядом с нами, но в то же время ее нету. Она ночами где-то шлялась. Она что-то куда-то ходила. Маман, папан, шнурки, родичи и так далее. Это вот у нее весь вот разговорное вот это, да? Понятие «мамочка». Она даже не знает, что такое «мамочка». И вот и она как-то раз познакомилась с девочками, говорит, которые ходят в платках. Ну, мусульманки. Ну, я думала, хоть с кем-нибудь, ну, пусть общается, как бы, ну, и так далее. Прошло время, я смотрю,
она начала закрываться в комнате, ну, уединяться что-то и читать книги, религиозные книги. И я как-то думала, ну, читает, ладно. Еще чуть-чуть позже спустя, смотрю, она начала одевать платок. И вы знаете, говорит, за столько лет, которые мы ее воспитывали, она уже выросла большой девочкой, мы ни разу из ее уст не слышали слова «мамочка» или «папа». И вдруг здесь она подходит и говорит: «Мамочка». Человек, который жил с нами, но его не существовало, вдруг ни с того ни с сего подходит и говорит: «Мамочка, тебе что-нибудь помочь?» Я стояла и думала, может, это не мои уши слышат то, что она мне говорит. Я говорю: «Ты это мне, доченька?» «Да, мама, я тебе. Может, тебе что-то помочь?» И так далее. И говорит, вот понимаете, я, говорит, когда увидела вот это, я поняла, что та религия, которую вы исповедуете, это живая религия. Не просто там что-то, это живая религия. Я, говорит, хочу эту же религию исповедовать, научите меня, говорит. Вот посмотрите, как иногда окружение на тебя влияет. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: пусть каждый человек посмотрит на своего друга, кто его друг, ибо друг воздействует на него. У татар есть поговорка: «Кимнен арбасына утырсан, шунан жерн ярлысын», да? То есть, чью телегу садишься, ту песню и поешь. Ну как можно находиться, одеть белую рубашку, белые туфли, белые брюки, белые носки и зайти в свинарник, и при этом оставаться чистым? Ну не бывает такого, ты весь грязный станешь и провоняешь. Да? А если человек грязный зайдет в химчистку, его увидят, скажут: ну-ка иди-ка сюда, давай-ка мы тебя сейчас отстираем. Постирали, и он становится чистым. Вот Всевышний Аллах говорит: Аллаху валию лавина аману юхриджухум миназзулумати иля нур. Аллах друг тем, которые уверовали, он их из грязи, из мрака выводит к свету. То есть ты становишься чистым. Вот посмотрите, Мухаммед Али, да? Каким он был. Однажды я в свое время очень и сам занимался боксом, увлекался боксом, и любимые мои боксеры, ну, как бы скажу, ну, как любимые, которые нравятся, это Мухаммед Али и Майк Тайсон. Но, в принципе, больше и нет. И как хорошо, что они оба мусульмане, альхамдулилля. Вот, Мухаммед Али, не помню, это какой год был, поехал в Заир биться с Джорджем Форманом, да, в Африку. Тогда была озвучена сумма $5 миллионов. Вы представляете, просто выйти, побить морду и 5 миллионов заработать долларов. Просто вот дал в челюсть, вырубил, все, я победил $5 миллионов. И оператор, снимая, когда Мухаммед... Можете в интернете посмотреть, «Когда мы были королями». Фильм называется, документальный, очень интересный. Ну, музыку убавите, где там есть. Вот. Ему говорят: Мухаммед, говорит, у тебя кроме против Джорджа Формана противопоставить нечего, кроме твоей молитвы, говорит. Ну, там действительно Джордж Форман такой мужик, Мухаммед, он такой масюсенький там. Да. А Мухаммед Али, он был человеком, который в карман за словами не лез, вы знаете, он сразу выстреливал. И он говорит: слушай, ты вот, который мне вопрос задал, ты говоришь, что у меня кроме молитвы ничего нет. Да я тебе скажу, что мне больше ничего и не надо, говорит. Если я, говорит, помолюсь, говорит, не только Джордж Форман, а гора разрушится, говорит. Это о чем говорит? Насколько сильной была вера Мухаммеда Али, да? Конечно, это вид спорта, запрещенный в исламе, бить по морде, да? Но факт остается фактом, что человек очень сильно верил в Бога, да? Конечно, если бы он еще сильнее верил бы, может, он и ушел бы из спорта, да? Но, видать, он уже не мог без этого жить. Да. И Майк Тайсон также сказал: вот если мы хотим стать большими известными людьми, известными какими? Мы же иногда предпочитаем, чтобы нас все знали. А в действительности, когда человек хочет известности, он должен сказать: о Господь мой, о Аллах, я хочу быть большим в Твоих глазах, но не в своих глазах. То есть ты должен быть себя принижать, ибо принизивший себя возвысится. Это заповедь и в Библии есть, да? И вот Майк Тайсон сказал, что великими, то есть чемпионами не рождаются, ими становятся благодаря кропотливому и усердному труду. Майк Тайсон не родился. Он, как сам говорит, я был маленьким, коротышкой, я думал, какой я карлик, как я вырасту.
А посмотрите, кем он стал. Из грязи стал князем, да, таким чемпионом. И не просто чемпионом, он вот всех смел просто, вот как веником, всех тяжеловесов убрал и встал на пик. Вот. Тоже усиленному труду. Поэтому здесь в Мухаммеде Али пример сильной веры, упования. В Майке Тайсоне пример стремления. То есть как ты стремишься вперед. То есть есть ли у тебя какие-то стремления. Вот ты поставил цель, я хочу стать хорошим мусульманином. Все, и стремись туда. Несмотря ни на кого и ни на что. Потому что когда ты идешь к чистоте, обязательно найдутся те, которые тебя захотят обратно затянуть. А ты их отбивай, скажи, мне не по пути. Вот, например, вчера, которые люди были бомжами, ну, алкашами, ну, там, грубо скажем, в штаны наложили, там, вонючие лежали, у них их друзья кто? Такие же подобные им люди. Но как только он отрезвел, понял, что это не его жизнь. Он неправильно поступал. Те собутыльники, которые приходят, о, привет, друган, туда-сюда. Он говорит, не, вы мне уже не друзья, все. Почему? Вчера же такой же ты был. Понимаешь, он все, он прозрел. Он увидел то, что это ему не нужно. Вот ислам должен быть таким для любого из нас. Когда человек пришел в ислам, он должен как бы туда, как Аллах сказал, «Я аюхаллазина аману», о, вы, которые уверовали, «Удухулю фи сильми кафа». Войдите в ислам полностью. «Валя таттаби'у хутувати шайтан». И не следуйте по стопам шайтана. А шайтан что говорит? Веришь в Аллаха? Верю. Молодец, этого тебе хватит. А как же намаз? Да зачем тебе намаз? Ты знаешь, какой Аллах добрый. И тебе такие аяты приведет, и тебе такие хадисы приведет, что ты просто растаешь и скажешь, действительно, зачем я утруждаться намаз читать? Аллах и так милосердный. Но, к сожалению, шайтан же не просто так, он же мягко стелит, а жестко спать, жестко будет спать. Я не говорю, чтобы вы с сегодняшнего дня начали читать намаз, но, по крайней мере, 1 час приобретения знаний, то есть в исламе, считается лучше, чем 70 лет поклонения. Почему? Потому что человек может поклоняться 70 лет и ничего не достичь, да, сбиться. Расскажу вкратце историю. Вы знаете, был монах, который 70 лет поклонялся Аллаху. Монах до ислама, это еще сын Израиля, 70 лет поклонялся Аллаху. И вот однажды он решил выйти на рынок, чтобы купить провизию, ну, покушать. Монахи же такие, они где-то прятались по веревке, по лестнице поднимались, спускались, потом забирали, чтобы к ним никто не заходил и никто их не беспокоил. И вот 70 лет он поклонялся Аллаху, и однажды он решил выйти на рынок, купить себе что-то. И когда он вышел на рынок, хоть монах ты, хоть кто бы ты ни был, любой человек, у него есть как бы слабости какие-то, соблазны, искушения. И вот он увидел красивую женщину. И ее красота настолько его очаровала, что он не выдержал и 7 дней и 7 ночей совершал с ней прелюбодеяние. На 8-й день он очнулся и думает, как же я так, как такое со мной могло произойти? 70 лет поклонялся человек Аллаху, да? И вот он идет, делает шаг, кается, делает саждя, встает, шаг делает на следующий шаг, делает саждя и плачет, и кается Аллаху. Пока и так продолжалось, шел, пока не дошел до группы бедняков, которые собрались в кучу. Их было 12, да. И вот они сидят, эти бедняки. И приходит монах, и каждому бедняку раздает лепешку. Ну, естественно, он присоединился 13-м. Нет, 13-й не в том смысле чертова дюжина, а то сразу так. Нет, просто присоединился, и ему как бы дали, одному бедняку лепешка не хватило. И тогда один бедняк сказал, о, монах, говорит, а мне лепешка, говорит, не хватило. Монах, естественно, я клянусь Аллахом, говорит, я ровно 12 лепешек выпек, у меня нету больше. И вот этот человек, тоже монах, задумался, говорит, ведь это по праву принадлежит ему, лучше я ему отдам. И он ему отдал и ушел. И не дойдя до дома, его настигает смерть, он умирает. И вот перед ним выносят весы. Весы, которые способны взвесить вес атома. На одну чашу кладут 70 лет его поклонения, а на другую чашу 7 дней, 7 ночей прелюбодеяния. И прелюбодеяние 7 дней всего.
и 7 ночей. А здесь 70 лет поклонения, и 7 дней перевешивает. То есть его поклонение вообще ничего не весит. И этот монах задумался и говорит: Господи, я же погиб. 70 лет вообще пользы не принесло ему. А 7 дней и ночей погубило его все поклонение. И тогда, в этот момент, выносят маленькую лепешку, которую он дал ради Аллаха, садака. То есть отдал, бисмилля. И кладут на весы 70 лет поклонения. И эта чаша сразу же перевешивает. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: пусть ни один из вас не пренебрегает даже малым. Пусть это даже будет маленькая косточка финика, которую ты дашь в виде садака своему брату. Иногда мы стремимся к большему, но не можем достигнуть цели. А человек совершает маленькое, но попадает в рай. Или другой случай, когда человек убрал колючку с дороги, и пророк саллаллаху говорит: я видел, как его ввели в рай, только из-за этого. Поэтому сегодня наша цель не заставить родственников быстро-быстро измениться, давай быстрее, одевай платок, бороду отпускай, там намаз читай, а чтобы они поняли суть ислама, чтобы они поняли, кто такой Аллах. Мы же хотим на намаз быстрее вставай, главное, на намаз стал. А он даже не знает, что такое таухид, он не знает, что такое ширк, он не знает, что такое колдовство. Он читает намаз, но и в то же время он не мусульманин, потому что он ходит к колдунам, он может еще что-то совершать. Носит амулеты, что якобы вот этот амулет его оберегает. Перстни носит, да, еще что-то. Это же все колдовство, это же все, что выводит человека из ислама. Поэтому наша цель человеку, родственникам, объяснить, кто такой Аллах. И если у него уже есть, у нашего родственника какого-то, намерение уже принять ислам и идти к исламу, и если он даже не успеет встать на намаз, но за его намерение он получит награду. Однажды к пророку, саллаллаху алейхи, пришел один человек и сказал: о Мухаммад, и что самое интересное, он не назвал его посланником Аллаха. Он сказал: о Мухаммад, я хочу сражаться на вашей стороне против вот этого племени, потому что я их тоже не люблю. А ты принял ислам? Он говорит: нет, тогда мы в тебе не нуждаемся, ты нам не нужен. Мы в многобожниках ником не нуждаемся, кроме как в мусульманах. Он сказал: тогда я хочу принять ислам. И произнес шагаду. И пророк сказал: вот теперь иди и сражайся. Он только зашел в гущу сражений и сразу же был убит. Представляете, человек ничего не сделал. Ни намаз не читал, ни уразу не держал, ни Коран не читал. Вообще вот только принял ислам и сразу зашел. И сразу же убили. И пророк, саллаллаху алейхи, именно про этого человека сказал: как мало он сделал, но какова велика его награда. Он сразу в рай попал, шахидом умер. Поэтому, если сегодня ваши родственники хотя бы произнесут на первое время: «Ашхаду алла илляха илляллах, ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху расулюх», и хотя бы будут просто на русском языке читать Коран, изучать, идти к этому потихонечку, а с вашей стороны это успевать только им подставлять книги, вот это. И самое главное, не забывать пример, самый хороший пример. Лучше призыва, чем пример, нету. Это было при пророке, как пророк, а пророке даже лично Аллах Субхану ва Тааля не спаслал аят. «Фабима рахмати мин Аллахи линта лахум», лишь по милости Аллаха ты был добр к ним. «Валяу кунта фаздан галидал кальб», если бы ты был жестоким к ним и жестким, «лян фадду мин хаулик», они бы все от тебя разбежались. Это о чем говорит? Не притесняйте своих родственников. Так не призывает. Пророк, саллаллаху алейхи, так не призывал. Ну где вот, например, доводы, где, что пророк, саллаллаху алейхи, в Мекке, когда ему не спасалась аят, да, сколько, 11 лет, да? Он, или 13, 11 лет он призывал к таухиду. Не было намаза, ураза, все началось в Медине. Уже там, да? Поэтому у нас вот один брат Амир есть. И вот он мне рассказывает, говорит: Али Хазрат, представляешь, говорит, вот, говорит, есть такие люди, говорит, но из себя строят таких умных, таких знающих, говорит, а посмотришь на них в жизни, в действительности у них, ну, ничего, оказывается, и нету за ними. И, говорит, и собрались как-то в кафе, у нас группа братьев, думаю, что красивые такие братья, такие с бородами, ну не перепутаешь ни с кем конкретно, ну, мусульмане. И я, говорит, что-то там, то ли сдачу дал, то ли что. Я говорю: спасибо, или рахмат. Он говорит: спасибо не говорят, надо говорить джазак Аллах хайрат. Ну, я говорю: ну ладно, это одно и то же. Ну, учить начал.
И как-то раз мы идем по улице, и мы там Аббас, Абы, Амир были, да? И, говорит, видим этого брата вот с такой с бородой, рядом полуголая жена его идет. Нас увидел, говорит, отвернулся, вот как бы делает вид, что, да, там, это. И вот вывод. Вот на таких мелочах, говорит, ну, сказал джазак Аллах хайран, спасибо от души. Вроде бы какая разница? Вот зацикливается на мелочах, а то, что больше не видят. Вот это и есть проблема в сегодняшнем нашем обществе. Когда мы за каких-то мелочах зацикливаемся, а больше проходит, пролетает, и мы даже не успеваем. Поэтому наши родственники это все видят, что мы их клюем на мелочах, а на больших вещах сами попадаемся. И пророк ﷺ сказал, «Ар-рифку ямнун», что мягкость это и есть счастье, «Валь-хурку шу'мун», а грубость это и есть невежество, несчастье. Во времена пророка ﷺ многие были грубые. Вот ты такой, вот ты должен принять ислам. Зачем? Пусть мягко это будет. Пусть мягко проходит, потихонечку. С собой возьми в мечеть, с собой возьми на какой-то маджлис, с собой возьми на какое-то мероприятие, где мусульмане. Чтобы человек, чем больше это видит, тем больше у него притяжение и любовь. Вот это, да? И вот поэтому люди должны от нас только позитив видеть. Зло не должно видеть. По чуть-чуть. Пусть сегодня правой рукой кушает, левой рукой не кушает, там объясняешь ему, он идет, и к этому все равно придет. Вот если в школу заходишь, в школе такая надпись «Рахим итагас». Ну, переводится. Так как бы дословно это не так переводится, а переводит просто как бы «добро пожаловать». А «рахим» это значит «милости». «Рахим итагас» – творите милость, то есть делайте добро, если так дословно перевести. То есть и во всех татарских школах. Это говорит о том, что наш татарский народ настолько добрый, то есть в нем есть добро, но оно где-то в глубине его надо достать. Если даже история такая, да, же был такой известный психолог Макаренко, учитель, который воспитывал преступников и рецидивистов. Вот. И воспитывал он, как он воспитывал? Он воспитывал доверием, то есть он им доверял. Ну вот сейчас к вам придет в дверь, постучит аферист и скажет: мы страховой компании, заплатите 15 тысяч, мы вас застрахуем. Ну ты будешь страховать? Ты скажешь: что-то аферист пришел какой-то, да? То есть вот таких аферистов, обманщиков, рецидивистов, убийц он воспитывал. И как он воспитывал, например, какому-то, вот у них же каждый, этот убийца, этот вор, этот карманник, это рецидивист, этот такой-то, и каждого он подразделял. Вот, например, вот этот, который холодным оружием владел, это убийца, он ему говорил: вот я тебе даю пистолет, говорит, отнеси его, пожалуйста, вот по такому-то адресу. Пожалуйста, хорошо? Я тебе верю, доверяю, отнеси, пожалуйста. Ему говорят: ты что, говорит? Дай козе капусту, ты что, говорит? Он говорит: я ему верю. И вот понимаете, и вот эта сильная вера в то, что он достигнет своей цели, помогла этому Макаренку. Это его вера была. И эти рецидивисты относили и приходили на удивление другим и говорили: как так? И спрашивали: а как вы так? Вот ты же мог же взять оружие и убежать и так далее. А он говорит: мне стыдно, говорит, если мне доверили, и я не смог, как-то мне совесть замучила, понимаешь? Своей вот праведностью, своим таким хорошим поведением иногда у людей появляется угрызение совести, и они меняются. Нам сейчас же не количество нужно мусульман, а качество. Почему я так говорю? Пророк ﷺ сказал: настанут такие времена, когда Аллах заберет страх из сердец ваших врагов. Сподвижники спросили: и они все против вас настроятся по причине того, что нас будет мало? Он сказал: нет, вас будет очень много. А почему же тогда? Потому что в ваших сердцах появится страх перед смертью и любовь к этой жизни. Что и есть сегодня, да? Нас много, а качества-то нету. А посмотрите, Халид бин Валид, да? Он вышел с армией 3000 человек. Какая-то битва была? Ярмуки, да? Мута, да, вот. Он отправился с 3000-ной армией. 3000 человек против 200 000 римлян.
Были там назначены другие знаменосцы, и в конце только сказали, если что, кто-то там. И всех их убили, и все 3000 воинов, когда начали, кого еще выбрать, все единогласно, Халид, Халид, его проголосовали, да? Его выбрали. И посмотрите, человек, полководец, воин, меч Аллаха, не испугался 200-тысячной армии. Он сказал, мы будем сражаться. И он сражался, и что самое интересное, они выиграли. Но выиграли не тем, что они сражались, а тем, что он был очень мудрый, тактикой. Хотя бой бился. Я, говорит, в этой битве поломал то ли 9 йеменских клинков от сражения. Такое страстное сражение было. Вот, у человека была сильная вера. И он этой верой... Поэтому Аллах говорит, если 100 человек из вас обладают сильной совершенной верой, они победят 200. 200, 400, 1000, 2000, а 2000, 4000. Это о чем говорит? Что вот этой веры-то у нас сегодня нету, к сожалению, ни у меня, ни у вас. Мы трусы, мы слабые. Ну, там герои мы можем походить, там сопли пузырями, пальцем верим. Ну и все на этом заканчивается, между собой. А в действительности-то мы все трусы, боимся. Чуть что не все, да. А в мечети герои. А сподвижники, они на людях, наоборот, ходили тихие. Но если случалась защита ислама, они были львами, да? То есть страстно сражались, защищали свою религию. И при всем этом они были добрыми. Аллах же сказал, «Рухама убайнахум», они милосердны между собой. И вот если мы поймем это, и наши родственники вместе с нами придут в ислам, да? С нами будут читать намаз. Они хотят от нас увидеть что-то, глядя на нас. Вот, например, я открою секрет. Вот мне, например, сейчас 44 года. Не в том смысле, что сколько мне лет. Другое хочу сказать. Мне 44 года, да? Буквально несколько лет назад, может 5 лет назад, может меньше, больше, вот не помню, может чуть побольше. За все время, которое, мне, альхамдулилля, живы родители, мне родители сказали, улым, мы тобой очень довольны. Вы представляете, до 44 дожить и услышать такие слова. Но это не значит, что я как-то там плохой был, бандит. Нет. Просто вот я никогда от родителей этого не слышал. И я сразу задумался, почему они мне так сказали. И действительно, как сказал пророк саллям, довольство Аллаха в довольстве родителей. Гнев Аллаха в гневе родителей. Я сказал себе, сам с собой разговариваю, Али, говорит, если твои родители тебе сказали, что мы тобой довольны, это говорит о том, что Аллах тобой доволен. Альхамдулиллях, что тебе еще надо? Да? Альхамдулиллях. Вот поэтому сегодня надо заслужить довольство родителей, чтобы твои родители сказали, что мы, сынок или там доченька, мы тобой очень довольны. И чтобы они за тобой последовали, чтобы ты за них делал дуа. Ибрахим, алейхиссалям, отцу никогда не грубил, хотя отец сказал, еще раз ты свой рот откроешь про своего Аллаха или там призыв к единобожию, я убью тебя, говорит, да? Ибрахим сказал, мир тебе, отец. То есть ничего. Ислам, как Аллах в Коране сказал, Коран был неспослан для чего? Чтобы человек размышлял над Кораном и задумывался. Не просто вот там «Альхамдулилля раббил алямин» или там «Саббиха исма раббикаль а'ля», а чтобы ты читал и понял, о чем идет речь в этой суре. Например, хотя бы выучи это, перевод. И ты читаешь, и ты уже понимаешь. И у тебя на глазах могут слезы пойти, да, от того, что ты вник в этот аят и понял. И Аллах говорит, вот, например, аят. Я вот на пятничных проповедях раньше говорил, посмотрите, как Коран на вас влияет. То есть я себе задавал этот вопрос, Али, на тебя как-нибудь Коран влияет? Нет, вот аят какой-то или хадис, что ты вот хоть какой-то аят или хадис прочитал, и тебе и помогло это измениться в жизни в лучшую сторону или нет? И вот Аллах говорит, «Ва ибадур рахман», рабы милосердного. Аллах говорит, рабы милосердного. Кто такие? «Алладина ямшуна аляль арды хауна». Это те, которые ходят по земле смиренно. Вот у некоторых мусульман смотришь, они вот так ходят. И думаешь, есть же тот, кто круче тебя, который тебя вот просто одним словом «будь», и тебя не будет, и все. Перед кем ты ходишь?
ну, выеживаешься, грубо говоря, вот ходишь вот так, да, понты твои, но они же никому не нужны, правильно? «Валя тамши фил арды мараха». Лукман сказал своему сыну: не ходи по земле горделиво. «Иннака лян таблюгаль джибаля туля». Ты не достигнешь гор высотой, «валян тахрикаль ард». Забыл аят уж. И не просверлишь землю. Круче только яйца в поговорке есть, да? А выше только горы. Поэтому ну, не сможешь ты быть крутым. Надо скромнее быть. Сподвижники жили по-другому. Поэтому пусть Всевышний Аллах Субхану ва Тааля поможет сначала нам измениться в лучшую сторону. Мы же хотим сначала родственников, а потом уже о себе думаем. А сначала ты должен о себе подумать, а потом уже о родственниках, чтобы и они пришли. Потому что у тебя еще гнезда своего нету, крепкого фундамента в исламе, а ты уже туда загоняешь других. Ну, понимаешь, ты же можешь хрустнуть и сломаться. И у нас сначала укрепить, а потом уже. Пусть Всевышний Аллах раскроет сердца тех, кто сегодня привел своих пап, мам, сестер, братьев и так далее, кто сегодня еще не в исламе, не на намазе, вернее, считает себя мусульманами, а возможно даже сказали «Ля илях илляллах Мухаммад Расуллах», но пока ничего из этого не делает. Пусть Всевышний Аллах раскроет ваши сердца для истины, покажет и нам, и вам истину истины, и поможет следовать ей, и поможет нам, и покажет нам ложь ложью и заблуждением, и поможет этого сторониться, иншаллах, амин. Пусть Аллах укрепит нас всех на единобожии и удалит от ширка. И прежде чем мы будем призывать людей к какому-то исправлению или к чему-то лучшему, в первую очередь, чтобы мы это сами делали, чтобы Аллах отдалил нас от всяких амулетов, от колдунов, от делающих с глаз, от прорицателей, от гороскопов, от лягушек вот эти, которые покупают и думают, что это деньги приносят. В действительности, в первую очередь, ты сам деньги даешь уже, а потом эту лягушку берешь. Ты уже потратил на эту лягушку, да? Потом отдалил от подков, от суеверий, от черных кошек. Черная кошка перебежала, но перебежала. Что она тебе сделает? Ничего. А ты можешь ее пнуть, и она улетит, да? То есть ты с ней сам что-то можешь еще сделать. Как бы, поэтому вот от всего вот этого скверного, дурного, некоторые есть, вот у ребят некоторых увидел, веревки вешают вот сюда. Спрашиваешь, зачем ты вот эту веревочку сюда завел? А это, я, говорит, в Таиланде было. Мне как бы сказали, если хочешь, чтобы желание сбылось, вот это, когда сбудется, отрежешь там, или это тебя оберегает. Но это то же самое, что мы рассказывали про деревяшку. Порви, она порвется и выкинешь. И она себя не может сохранить, так как она тебя-то будет сохранять? Желания какие-то якобы сбываются. Желания не и так сбудутся. Будешь нормально себя вести, правильно жить, любые желания исполняются. Да? Не бывает такого, чтобы... Но в заключение еще акцент сделаю, что то, что мы страстно и иногда желаем, а Аллах нам не дает, не потому, что мы не заслужили, а потому, что Аллах знает, что в данный период жизни, в этот, тебе это не нужно. Хотя ты думать можешь, что это тебе нужно, но тебе это не нужно. Понятно, да? Но любое дуа, которое мы будем делать за своих родителей, родственников и так далее, пророк Мухаммад саллаллаху говорит, все мольбы дуа верующего, все абсолютно принимаются, ни одно не отвергается. И как передал в хадисе, по-моему, Абу Гурайра, радиаллаху анху, он говорит, когда люди в судный день предстанут перед Аллахом и увидят такую красоту, которую они никогда не видели, и огромные безграничные награды, они спросят, Господь, а что это? Это ваши молитвы, которые не были приняты мною. То есть то, что Аллах не принял, и вот за это Он их сохранил для вас в судный день. Видите? И Абу Гурайра говорит, и люди в этот момент пожелают, ох, если бы ни одна наша мольба бы на земле не была бы принята, а лучше бы Аллах ее отложил. Но так как мы всегда нуждаемся в дуа, как сказал посланник Аллаха, «Ва алейкум биддуа я ибадаллах». Придерживайтесь дуа, о рабы Аллаха. Молитесь за своих родителей, сестер, братьев, но собственным примером показывать не всегда получается, но старайтесь своим собственным примером всем показывать, какой вы хороший, чтобы люди к вам тянулись. Пусть Аллах укрепит нас на истине. Я сказал то, что сказал. Если это истина, то это от Аллаха Субханаху ва Тааля. Если же я в чем-то ошибся, или в чем-то заблудился, или сказал что-то не так и неправильно, то это от меня и от шайтана. И я прошу прощения у Аллаха, просите и вы. Поистине Аллах прощающий, милосердный. Субханак Аллахума ва бихамдик.
Ашхаду ан ла иляха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Ва саллаллаху аля набийина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин.